Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения в прямом эфире очередной выпуск программы «Айзара». Уже второй раз подряд информационным поводом для разговора в нашей студии становится законопроект, обсуждаемый в парламенте. Если вы помните, на прошлой неделе здесь в студии мы говорили о поправках к закону об НДС. А на этой неделе в Народном собрании прошло совещание рабочей группы по разработке закона о мерах социальной поддержки многодетных семей. И эта тема сегодня в центре нашего внимания. И, конечно, я спешу представить наших сегодняшних гостей, участников нашей сегодняшней дискуссии. И прежде всего депутат парламента, председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаз Джинджал. Заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Карене Паршина. Алина Агарба, работник службы социальной поддержки детей и семей Гудаутского района в рамках программы ЮНИСЕФ и Министерства труда, занятости и соцобеспечения. Также ее коллега, которая, правда, работает в городе Сухум, Александра Чамагуа. И, наконец, наши благотворители. Директор благотворительной организации «Киараз» Камагопе и наместник Новоафонского монастыря отец Давид Сарсаня. Всем добро пожаловать, спасибо, что пришли к нам на прямой эфир. И вот как раз я хотела бы с наших благотворителей начать сегодняшний наш разговор. В свое время вот вы взяли на себя вот эту вот ношу помогать малоимущим многодетным семьям. И вот до сих пор продолжаете эту работу, насколько я знаю. Вот скажите, пожалуйста, за эти годы вашей благотворительной деятельности как-то изменилась жизнь ваших подопечных? В плане вот государственной общественной заинтересованности ими, в плане их социальной адаптации и вообще настроения родителей и детей. Кто начнет? Батюшка, может, с вас начнем. Спасибо, Рада. Я думаю, что вот за тот период, в котором работает Новоафонский монастырь относительно благотворительной деятельности, я не могу сказать, что столь существенные сдвиги по тому спектру, который вы называете, были осуществлены. Но то, что мы все сегодня здесь собрались, и парламент уже этот закон хочет, принимать, я думаю, что мы добились того, чтобы этот вопрос встал таким образом. Монастырь занимается своей благотворительной деятельностью с 2013 года. И по сей день у нас на иждивении находится 72 семьи. Это к концу 2017 года данные. Причем в Ачимчирском районе 32 семьи, в Гудаутском 18 семей, в Сухумском 7, в Гулерыбском 6, в Торчхалсом 5 семей, в Гагарском районе 4 семьи. То есть кроме Галского района, вот то количество из 72 семей нами поддерживается ежемесячно продуктами питания. Скажите, пожалуйста, а этот список как-то меняется вот в течение 5 лет? К сожалению, Рада, этот список, он не меняется в меньшую сторону. Он стабильно остается вот в этом количестве, к сожалению, до сих пор. Ну, отвечая на ваш вопрос, я говорю о том, что пока существенных изменений нету, иначе люди бы не обращались к нам за помощью. И я хочу отметить, что как раз-таки из тех людей, кто пришли со своими проблемами к нам, это те, кто уже обращались в какие-то государственные структуры, но, возможно, и, наверное, по факту они не получили полноценной помощи там. Понятно. Кам, ну вот если вам подводить итоги. Да, наша организация работает с 2015 года, 3 года нам исполняется в этом году. И, к сожалению, хочется отметить тот неприятный факт для нас, для всех, для нашего общества, что количество нуждающихся семей, и в том числе многодетных семей, которые нуждаются, увеличивается чуть ли не с каждым днем. В наших списках более 300 семей. Это те семьи, которые перепроверены нами. И около 100-150 семей, к которым мы еще не успели прийти, не успели посетить. Люди обращаются
с различными приходят с различными проблемами, с какими-то разными просьбами. И, как вот отметил отец Давид, только потому, что где-то им не помогли. И последняя надежда для них — это наша организация, это Новоафонский монастырь или же какие-то другие организации. Казалось бы, вот мы работаем 3 года, мы помогаем людям, мы обеспечиваем одеждой, продуктами, делаем ремонт, и кажется, все должно быть хорошо, должна быть какая-то позитивная статистика, да, но, к сожалению, почему-то с каждым годом становится все хуже и хуже. Возможно, на это влияет какая-то ситуация. Хуже именно в тех семьях, которым вы помогаете? Ну, в том числе. Да, ремонт сделали, но зарабатывать люди не стали, да, там со здоровьем проблемы не решили. 1 раз вылечили, 2 раз не можем, куда обращаться. То есть нет какой-то системы в общем. К сожалению, невозможно охватить все проблемы семьи, помочь всем, каждому. Мы тоже отказываем многим и сами не знаем потом, куда биться, в какие двери стучаться. Нет какого-то такого органа, который бы, я не знаю, по-настоящему государственной какой-то организации, не знаю, социальной службы, которая бы могла покрыть вот какие-то вот все их проблемы, знаете, как-то решать, чтобы это было систематизировано. Слава Богу, появилась социальная служба, и мы, например, наша организация с ними очень хорошо взаимодействует, и они также колоссальную работу ведут. Нам стало проще в каких-то вот точечно, скажем так, делах. Но в общем, социальная к сожалению, служба — это вот представители которого у нас сегодня вот здесь. Это я так вкратце. Да, я поняла, мы еще к этому вернемся. Вот, ну а в общем, к сожалению, я бы не сказала, что ситуация улучшилась. Точечно, возможно, да, но в общем, к сожалению, нет. Алхаз, уже обращаюсь к вам. Как вы думаете, вот может этот закон все-таки что-то изменить в этой ситуации? То есть вот если говорить о каких-то вот таких целях, то есть о каких пособиях, льготах вообще идет речь, и насколько все это стыкуется с нашей реальностью? Ну, я имею в виду прежде всего, конечно, финансовой реальностью. В первую очередь всех приветствую, наших зрителей, гостей студии. Я бы для начала хотел бы сказать, что наш комитет не был инициатором, уточню, этого эфира сегодняшнего, потому что у нас несколько сырые пока материалы, сырые наши вводные данные, так назовем. Конечно же, один закон, естественно, не изменит ситуацию в целом. Вся наша проблематика скапливалась весь послевоенный период, ну, по объективным, конечно же, причинам. Проблем народ вырос до такого объема, что, видимо, не заниматься им уже невозможно просто. И просто по-человечески хочется как-то вытянуть, исправить ситуацию. В связи с этим в нашем, ну, по инициативе нашего комитета постановлением парламента в декабре месяце была создана эта рабочая группа, куда мы пригласили вот представителей социальных служб, Генпрокуратуры, Министерства труда. И приглашаем специалистов ЮНИСЕФа. Скажите, пожалуйста, просто маленькая, а Генпрокуратура какое отношение? Я вам объясню. Потому что рассматривается рабочая группа не только закон по поддержке многодетных семей, там ряд законодательств, сейчас не хочу углубляться, просто раньше времени. Потому что есть проблемы с насилием в отношении детей, мы все знаем эти дикие, нелепые случаи. Этим тоже надо заниматься, этим законодательство совершенствовать в этой сфере, поэтому там присутствует и работник прокуратуры, естественно. Все понятно. Ясно. Ну, работа только началась, могу сказать, с января месяца официально, ну, после праздников, официально рабочая группа начала свою деятельность, сейчас говорить о каких-то готовых... Ну вот что вам предлагают вот, вашей рабочей группе? Что, в каком направлении идти? Какие льготы, какие пособия? Что мы можем себе позволить? Я бы немножко сейчас отвлекся бы от закона о тех льготах, как вы называете. Я бы упомянул бы, считаю, не менее важный закон, который сейчас прорабатывается. Такой определяющий закон, регулирующий понятие беспризорности и безнадзорности. К сожалению, это одна из наших их нелицеприятных сторон жизни, что есть и такие семьи. Насколько эти темы соприкасаются вообще? Вплотную соприкасаются. Как правило,
кризис, бедность, многодетные семьи, это самые незащищенные слои общества, которые выталкивают детей на улицу. Не всегда это благополучные родители, к сожалению, огромному. Это не хочется им ставить в упрек, но это, к сожалению, такая объективная реальность. Ну а что, если говорить о законе, о поддержке, о проекте закона, вернее, о господдержке многодетных семей, государство на сегодняшний день, вот Карина, надеюсь, озвучит позже, как может поддерживает, выплачивать пособия, какие-то льготы присутствуют, но хочется найти еще какие-то возможные варианты, найти какую-то золотую середину, которая не так уже обременительна для бюджета, будем надеяться, и совместить желаемое с действительным. Но раз вопрос этот встал, значит, все-таки недостаточно того, что конечно, лично я вот с помощью камеры, она возила нас, показывала, воочию видели. То есть вы видели это воочию? Видел, конечно. Это, если честно, иногда это ужасающие условия, это беспросветная бедность, люди в безнадежности. Сейчас не хочется нагнетать негатива. Да, но... я знаю, потому что вот я видела, существует два фильма, вот, батюшка, вот ваши, «Метрополия» тоже люди, снятый которым фильм. мы должны помогать. Да, и фильм, который вот такой для внутреннего пользования, Тукама вот ваша конца сделала. На самом деле, после его просмотра остается действительно жуткое впечатление. И вот это вот ощущение того, что это не там где-то в Африке, это вот здесь, рядом, совсем рядом. Конечно, поверить в это сложно. Карин, ну уже к вам обращусь. Вот Алхаз говорил о том, что, конечно, государство что-то делает. Вот каково положение дел сегодня? Вот чем сегодня государство помогает вот многодетным семьям и вообще в такой ситуации малоимущим? Здравствуйте, во-первых. Значит, на сегодняшний день государство реализует программу социальной защиты путем выплаты ежемесячных госпособий, также оказания социальных услуг людям, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Это у нас действует программа «Помощь на дому», это оказание спектра социальных услуг на дому. Также у нас есть действующий дом-интернат для престарелых и инвалидов. Кроме того, вот у нас действует еще несколько программ совместно с ЮНИСЕФом. У нас с 1 октября 2017 года начали работать, вернее, они работали с 2009 года, но с 1 октября 2017 года уже на полное финансирование государства перешли 3 детских центра развития в Гале, Ткварчале и Чамчире, которые занимаются реабилитацией тоже детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Там у них действительно огромная работа проведена, очень много детей у нас, порядка 300 у них обслуживаются, порядка 30 детей, которые в силу определенных обстоятельств не ходили в школу, были возвращены в процесс обучения. То есть там были дети, которых с ограниченными возможностями, которых, допустим, родители стеснялись вообще показывать, и они не ходили в школу. Вот благодаря этим центрам дети начали ходить в школу. Что касается непосредственно пособий, значит, мы выплачиваем пособия 10 категориям граждан Республики Абхазия, в том числе пособия многодетным семьям, да, одиноким. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас многодетных семей в Абхазии? Есть вообще статистика? Да, у нас более 4500 многодетных семей. А по каким критериям они определяются? Значит, многодетной семьей у нас считается семья, в которой есть 3 и более ребенка, и которые воспитываются в этой семье в возрасте до 18 лет. При этом те дети, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях, они до окончания учебы тоже считаются детьми, но не более возраста 23 лет. Да. То есть студент, если ему 21 год, он тоже считается ребенком. Вот. Значит, у нас по данной категории, в принципе, наблюдается положительная динамика в плане увеличения этих пособий. Если, когда эти пособия начали выплачиваться в 2007 году, там порядка 100-150 рублей выплачивались суммы, то уже в 2016 году был такой хороший скачок, когда семьям, в которых 3-5 детей, выплачивалось по 500 рублей на ребенка, от 6 до 9. На каждого ребенка, да, на по 500 каждого рублей ежемесячно. Да, ежемесячно. От 6 до 9 детей 700 рублей и 10 и более детей по 1000 рублей. При этом с 1 января текущего года
мы изыскали возможность, чтобы смогли выплачивать семьям, в которых 6-9 детей, по 1500 на одного ребенка, а семьям, в которых 10 и более детей, по 3000 на одного ребенка. Вот. К сожалению, охватить группу, в которой 3-5 детей, так как это наиболее многочисленная, у нас пока не получилось, но мы планируем, что в перспективе эта группа тоже будет с нами охвачена, и мы тоже сможем им оказать какую-то помощь в виде более повышенных размеров пособий. Понятно. Ну, конечно, если говорить о наших пособиях, да, это насколько они могут помочь, да, семьям, это, конечно, остается вопросом. Вот Алхас говорил о том, что закон сам по себе, конечно, ничего, ну, вряд ли может это изменить, это надо, конечно, структурно ко всему подходить, и прежде всего, конечно, тут ключевую роль, я просто уверена, играют во всем, это, конечно, социальные работники, девочки, вот то, чем вы занимаетесь. Вот Кама благодарила, говорила, что вот это сотрудничество много дало. Я, насколько понимаю, вы уже тут тоже сотрудничаете вот с ЮНИСЕФ. Что дало вообще это сотрудничество? Вот вы сегодня работаете, чем вы сегодня занимаетесь? То есть с чем вам приходится сталкиваться? Алина, Спасибо. пожалуйста. В первую очередь хочется сказать, что я представляю службу социальной поддержки детей и семей. Это новая служба, которая работает с мая месяца. Пока что она работает в 3 районах. Это Гудаутский район, Галский район и город Сухум. Мы работаем при поддержке Министерства труда, занятости и соцобеспечения. Главное, что хочется отметить, что мы не благотворительный фонд. Но это самостоятельная структура. Да, это пилотный проект, который... Это государственная? Это пилотный такой проект, который с 2019 года мы надеемся, и у нас есть при поддержке президента и подписаны все меморандумы, что мы полностью переходим под министерство. То есть это будет государственная структура, полноценно работающая вот в этом направлении. Что хочется сказать, что вот мы работаем с детьми и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это... Вы сейчас же про Гудаутский свой район говорите. В целом, да. То есть это те семьи, ну не только многодетные, для нас не критерий, вот, это не главный критерий. Иногда, когда в семье 1 или 2 ребенка, а ситуация может быть гораздо хуже, чем в той семье, где 6 детей. Наша деятельность направлена на самоподдержку, то есть мы являемся связующим звеном между семьями, детьми и всеми структурами. Мы тесно сотрудничаем со всеми структурами, ведомствами, то есть это поликлиники, администрации районов, сел, это МВД, это, то есть это Министерство образования, то есть местные отделы образования. И, то есть те люди, которые непосредственно в контакте с детьми и которые видят и знают проблемы детей, от них мы в первую очередь получаем сигналы. Конечно, проблемы, они различные, не только, ну вот, проблемы, они охватывают весь спектр. То есть иногда мы знаем, что бедность — это один из главных таких критерий, который на сегодняшний день, с которым мы сталкиваемся. Но иногда каждая семья, с которой мы работаем, она нуждается в социальном сопровождении. И, ну, Саша, ты, наверное, продолжишь? Александра, да, можете продолжить? Да, вот скажите, пожалуйста, вот... Так, что вы хотели? Да. Добавьте. Я, наверное, хочу добавить, что изначально сама эта программа пилотная была организована при поддержке ЮНИСЕФ. Это имеется в виду, что нас полностью подготовили, обучили эксперты, зарубежные эксперты из постсоветского республик. И до сих пор мы проходим у них квалификацию, как бы если нам нужна какая-то помощь или у нас затруднительная ситуация, мы можем в любой момент специализироваться с экспертами. Обучение чему? Обучение в первую очередь мы как бы в нашей работе, мы все как бы имеем образование высшее и
занимались все до этого тоже определенной работой, но в контакте именно с нашими семьями нам необходимо иметь какие-то навыки профессиональные, например, скажем, отношения психологические. Да? Вот как психологи мы проводим социальную беседу. Эта беседа может продолжаться как бы в течение всего времени, пока мы ведем эту семью. Как бы ракурсом нашей работы является ребенок. Но, соответственно, ребенок, это семья его тоже, автоматически мы занимаемся и семьей, проблемами семьи, там, льготами, документами и всем вот таким. Но необходимо сказать, что наша работа – это суметь семью скоординировать с остальными вот ресурсами и ведомствами, управлениями, там, скажем, организациями, как государственными, так и негосударственными. Так как мы не занимаемся финансовой стороной благотворительности, у нас всегда есть благотворительные фонды, куда мы можем перенаправить свои как бы семьи, которые находятся там в тяжелом. В этом, конечно, нам очень помогает. Вот это о чем говорила Кама о вашем сотрудничестве. Да, это наше вот сотрудничество, что когда у нас относится там проблема, скажем, финансовой там поддержки, то мы всегда знаем, что нам может помочь Кама. Что касается закона, который сейчас принимается, да, наши критерии чуть шире. Но он только разрабатывается. Да, который. Наши критерии чуть шире, и мы, конечно же, все равно в наши семьи в основном попадаются и такие, которые являются многодетными. И там нужна как бы помощь, которая, в принципе, меры, которые есть в этом законопроекте, они бы нам очень облегчили нашу работу. Хотелось бы, конечно, в будущем, чтобы и наши критерии, и законы были шире, и мы Скажите, надеемся. пожалуйста, у вас есть какая-то вот своя статистика? Вы видите вот, то есть всю картину реальная, она у вас есть? Вот, Ну, что вы? Вот, например, у них, они точно знают, там, у них там какое-то количество семей, которым они помогают, они всех своих подопечных знают. А у вас как вообще? Да, вот у нас на 3 района на сегодняшний день с первого дня начала нашей работы поступило более 200 сигналов. Каждый сигнал был оценен, были выезды в семью, и работа проводилась как с детьми, так и... К вам обращаются или вы все-таки тоже сами исследуете это? Нам сообщают, мы в первую очередь, когда мы приступили к своей работе, мы обошли все ведомства, которые непосредственно в контакте с детьми, и заявили везде, где возможно, о том, что такая служба есть, что мы работаем с детьми, и потихоньку сигналы, они сами стали поступать. А впоследствии, как уже там несколько сигналов, работа была проведена, и все дальше больше, сигналов становилось, они каждый день поступают, и на сегодняшний день все сигналы были обработаны, но мы работаем конкретно там с 120 семей, с которыми мы работаем на сегодняшний день. Работа проводится различная, как вплоть до у семей, у детей нет документов, мы помогаем оформить пособие, даже элементарно информируем, они иногда не всегда знают, какие права у них есть и чем они могут пользоваться. То же самое, что когда мы беседуем, у нас есть в команде психологи, они дают надежду тем людям, что они вот нужны, о них знают, и им хотят и могут помочь. Мы никогда никому ничего не обещаем, мы просто помогаем людям осознать, что они могут выбраться из этой ситуации и помочь сами себе. То есть раскрываем все ресурсы на сегодняшний день, которые имеются. Все те семьи, с которыми мы работаем, они различны по своему характеру. Тематика проблем разная. Ну, понятно, да, конечно. Да, но все они схожи в том, что на сегодняшний день, к сожалению, не все услуги, ресурсы, не всем возможно пользоваться, то есть еще не все развито достаточно, поэтому иногда бывают сложности. Но каждый день с каким-то успехом там, мы продвигаемся вперед, и семья верит в то, что... Понятно. Друзья, вот я бы еще хотела, вот Алхас не очень хочет про это говорить, потому что как бы законопроект пока еще сырой, да, он еще только-только обсуждается, но все же вот что должно быть там отражено, вот на ваш взгляд, вот людей, которые непосредственно вот работают с такими семьями, непосредственно с этим сталкиваются. Именно что, вот,
Наверное, прежде всего, это самые жизненно необходимые такие меры, как там, Вот, скажем, вот где им нужны образование. льготы, где им надо что-то, вот, я не знаю, там... Ну, что-то- это вот такие структуры ведомства, как образование, медицина, там, скажем, льготы по каким-то там жилищным, там, коммунальным услугам. Это вот да, питание, одежда. Это базовые потребности, которые сегодня облегчат, скажем, само вот существование этой семьи и как-то выбраться ее, и, ну, чтобы она выбралась из тяжелой там жизненной, скажем, ситуации. Друзья, вот на ваш Затруднительно. взгляд, что в чем нуждается? Касательно закона, Да, вот что можно отразить в законе? безусловно, Какие льготы можно предоставить? государство должно защищать свой народ, своих граждан. Ну, это понятно. Это самое главное. И я думаю, что все те проблемы, которые до сих пор у нас существуют, после 25 лет после окончания войны, конечно, мы не имели права на то, чтобы они выросли до такого размаха, к сожалению. Мы должны были всегда, наверное, обращать на это внимание. И сейчас я это говорю как человек верующий, потому что основа моей религии – это сострадание к другому человеку. И монастырь делает свою благотворительную деятельность именно исходя из этого главного пункта – сострадательности. И поскольку к нам обращаются люди, вот вы сейчас задаете этот вопрос, конечно, из тех проблем, с которыми они к нам приходят, вот то, что значит, коллега сказала относительно одежды, медицины, образования, все это должно, вероятно, в этом законе железобетонно отражено для того, чтобы защитить этих людей. Вот мы, например, помогаем тем семьям, у которых нет возможности отправить детей в школу, элементарно купить обувь, одежду. Но ради чего? Ради того, чтобы эти дети пошли учиться, чтобы они получили образование. Жить в 21 веке и не иметь возможности учиться из-за того, что у тебя нет одежды, это преступление. Значит, мы должны в своей стране сделать все, чтобы такого не было. И я приветствую принятие такого закона и желаю вам всех, так сказать, успехов в том, чтобы все это было правильно разработано и принято. Кал. Да. Ну, естественно, проблема со здоровьем в наших семьях – это проблема номер один. Они не ходят в больницы, дети не посещают педиатров и не получают нужные услуги, поскольку, как они всегда говорят, у нас денег нет. На что мы им отвечаем? У нас медицина бесплатная, да, но это все у нас как бы так, образно говоря. И поэтому есть, конечно, проблемы с медициной, и очень нужно, мне кажется, тщательно подойти к этому вопросу, вот по максимуму, какие возможно льготы придумать для многодетных, мы же о многодетных говорим, правильно? Вот нужно обязательно именно вот в этом ракурсе рассмотреть. Потом, понятно, что наши организации, все мы работаем для того, чтобы им помогать, обеспечивать их, но нужно подумать о том, чтобы научить их самих как-то зарабатывать, то есть, может быть, ну это мы вот просто, да, сейчас у нас есть кое-какие идеи, но они все требуют детальных каких-то разработок. Может быть, им предоставить систему каких-то социальных контрактов, может быть, им предоставлять на каких-то льготных условиях кредиты для того, чтобы они могли какие-то свои проблемы, да, покрыть. Во-вторых, еще проблема, с которой мы сталкиваемся, все сельские многодетные семьи хотят переехать в город. Почему? Потому что нет работы. Да. Почему бы им не помочь, чтобы разбить, там, не знаю, мини-теплицу, помочь завести хозяйство, не так, как они, да, там 10-15 кур, а чтобы у них был какой-то заработок, да, чтобы они могли что-то посадить, что-то продать. То есть помогать это хорошо, но когда-нибудь мы перестанем это делать. И семьи должны сами себя обеспечивать. Может быть, можно продумать вот в этом законе как-то прописать какие-то такие условия, да, вот именно для многодетных семей. И, соответственно, образование. У наших детей очень часто не бывает учебников. Почему дети из многодетных семей не имеют учебников? Может быть, им нужно в первую очередь предоставить учебники. Там, где 5-6 детей, сложно купить на каждого, правильно? А если ребенок один в семье,
то это вполне можно себе позволить, я считаю. Ну вот, не знаю, это все, конечно, нужно обсуждать, это вот... Ну, это уже такие детали, да. Кстати, вот по поводу, как вы сказали, вот о бесплатной медицине, на самом деле, какие бы там льготы, пособия не были, бесплатного ничего не бывает. За это платит или государство платит, это или фонды платят какие-то, Алхаз, вот все, что было сказано. Сможет этот закон такое отразить, и вообще сможем ли такое потянуться? Я просто хочу от вас это вот вырвать. Все, можем мы сделать так, чтобы хороший закон работал, вот так вот, на ваш взгляд. Правильное окончание вопроса. Сможем ли мы добиться, можем туда чтобы все, что хочешь, запихнуть, работал, надо реально смотреть на вещи. Мы не в состоянии сегодня, что сейчас ничего нового, надеюсь, к сожалению, не скажу, что мы не в состоянии обеспечить все многодетные, нуждающиеся, просто бедных людей той поддержкой, которой хотелось бы. Надо реально смотреть на вещи, мы просто физически не вытянем этого. Поэтому сакцентировали внимание сейчас на наиболее слабо защищенных с нашей точки зрения слоях населения. Если, вот сейчас упомянули медицину, смотреть надо немножко шире, по крайней мере, нас положение к этому обязывает. Нет страны, где решены социальные вопросы полностью. Да, нет страны, где выстроена настолько универсальная система, где человек защищен от всех коллизий жизненных. Ее не было в любимом нами Союзе, так и не выстроили. Ее нет ни сегодня, ни в одной стране, ни постсоветского пространства, ни в западной, к сожалению. Идеал нигде не достигнут, что касаемо социальных служб, что касаемо медицины. Мы идем, опять-таки, своим путем проб и ошибок. Стратегически надо смотреть. Всегда, скорее всего, решение мы найдем где-то в золотой середине. Как и помочь людям, и как не перегрузить свой бюджет, когда получим и неработающий закон, это смысл всей нашей деятельности. Стратегически, если говорить, у нас страна сегодня живет в реалиях рыночной экономики. Нигде не прописано законодательно, кроме Конституции, где обеспечиваются основные права человека, но более детально трудно найти, вот, как вам сказать так, лирическое отступление. Люди должны почувствовать, когда в наше время уже дико стало звучать, что государство о нем заботится. Даже наша, даже слабая Абхазия, бедная и так далее, но она должна начать заботиться о самих себе, в принципе, это дети наше будущее. Каждая родившая женщина или собирающаяся родить, она же боится чего? Тех социальных проблем, которые на нее свалятся. Если мы стратегически хотя бы наметим направление, в котором нам идти, я уже не говорю сейчас о конкретных там скидках, льготах, о процентах, это все в рабочем режиме будет решено. Хорошо, вот в медицине возможно, вот просто обращаюсь к вам как к врачу уже с большим стажем, вот я, если не ошибаюсь, Кама, у вас же был этот проект, вы просили, просто просили знакомых врачей, иногда просто чтобы они один день там в месяц посвящали, там, допустим, вот мы к вам привезем детей, там, одного врача, который просто вот как бы выделит от себя. Там, Сухумской поликлиники тоже, ежемесячно. как бы это благотворительность тоже со стороны врача, понятно, ему никто не оплачивал, но чтобы вот подобное что-то возможно, это вот хотя бы что-то. Мы не всегда знаем, не всегда население может быть информировано о том, что оно может получить сегодня, о том, что и прописано ему по праву, о том, что государство может сделать сегодня. Сегодня вот эти же дети, мы вот на последней рабочей группе спорили о медицинских льготах, каких-то нововведениях. Ну, вот просто вот они все попадают в целевые программы Минздрава. Это и лечение туберкулеза, наблюдение детей с диабетом, с ДЦП и так далее. Они попадают практически во все целевые программы. Это огромная поддержка. Я не говорю, что у нас все прекрасно, конечно, в сфере здравоохранения, но, видимо, да, конечно, надо что-то менять, надо еще большими буквами расписывать на входе, кому что учреждение обязано сделать бесплатно, за что-то, может, и придется плату брать, потому что учреждение тоже не выдерживает того наплыва, который сегодня имеет место быть. Вы знаете, я просто, когда вот уже готовилась к программе, как бы изучая эту тему, я как бы, просто пришла к выводу, что достаточно, знаете, социально ориентированное, оказывается, мы государство по тому, как мы все-таки работаем и сколько внимания мы этому уделяем. Конечно, всего этого недостаточно по нашим возможностям и ресурсам. Это учитывая то, что за последние годы
государство, вот, я просто вот, смотря на эту тему, еще на другую обратила внимание, что выплатила, например, все компенсации там, по ущербу, нанесенным там, стихиями, и вот последний этот злосчастный взрыв, да, то есть в Приморском, все это было выплачено. Это же все форс-мажорные обстоятельства, которые в полном объеме не отражены в бюджете, да, но все это как бы государство на себя берет и пытается также вот сделать вот в этом направлении кое-что. Карин, вот скажите, пожалуйста, вот если вот так, вот, во-первых, ваше отношение к законопроекту, который разрабатывается, вот, на ваш взгляд, что туда можно внести, что может он отражать, чтобы ваша работа была более полноценной. Это с одной стороны. И вот на ваш взгляд, вот, чтобы и социальным вашим работникам, и вашим, кто под вашим подчинением, чтобы им было удобнее работать, и чтобы это приносило какую-то пользу, что можно в самой структуре менять, вот, на ваш взгляд? Есть у вас какие-то вот моменты? Ну, что касается непосредственно работы наших социальных работников, да, у нас на сегодняшний день вот девочки работают в рамках общественной организации. Действительно, когда у них, они не успели сказать, периодически вот бывают проблемы, когда они приходят в семью, допустим, это не госслужащие на сегодняшний день, периодически вот к ним какое-то отторжение люди могут испытывать. Мы планируем, что с 1 января 2019 года это уже будет структурное подразделение нашего министерства, то есть социальные работники станут государственными работниками, соответственно, у населения уже и отношение к ним будет другое, они будут, надеемся, более открыто их встречать. Вот. И по первой... Это что-то изменит, если вот они будут именно... Ну, я думаю, да, потому что вот сами девочки как-то вот свой анализ проводили, они тоже считают, что на сегодняшний день... Как бы, несмотря на то, что у нас куча благотворительных фондов, которые работают, те, которым непосредственно помощь оказывается, люди, да, уже для них открыты, они относятся к ним с доверием. Но если, вот Кама тоже сказала, не всем можем помочь. Те люди, которым помочь не можем, они уже, некоторые с агрессией могут начинать относиться, с недоверием. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши социальные работники, они выступали как госслужащие, у них, во-первых, больше полномочий тогда будет. Вот, и надеемся, что какие-то проблемы все-таки это поможет разрешить. И, само собой, конечно, вопрос финансирования, но при этом, вот, как Алхас Владимирович сказал правильно, основная проблема не только в дефиците финансовых средств, но и в пробелах в нашем законодательстве. Вот открою небольшую завесу, помимо проекта по пособиям по льготам многодетным семьям, нам еще разрабатывается законопроект об основах оказания социальных услуг гражданам Республики Абхазия, в которых должно быть у нас четко уже прописано, на какие услуги граждане нашей республики имеют право. То есть это должно быть у нас закреплено законодательно. Надеемся, что в ближайшем будущем этот законопроект тоже будет принят, и вот, я думаю, часть проблем этот закон тоже снимет. Скажите, то есть это будет вот как бы уже какой-то будет явный, видный какой-то пакет социальный, да, вот, да, для каждого члена нашего общества, да? Да. Вот, то есть, обязательно перечень социальных услуг. Да, будет указан в этом законе, и уже, соответственно, будут соответствующие структуры обязаны исполнять этот закон. На сегодняшний день у нас как бы четко не прописано, кто чем должен заниматься в плане социальной защиты, помимо того, что вот нами выплачиваются пособия. Вот, мы очень рассчитываем, что таким образом мы сможем в лучшую сторону улучшить социальную ситуацию в республике. Ну, что-то вы хотели добавить, Кам? Ну, вообще, вот в работе, допустим, вот, насколько я знаю, да, благотворительной организации, да, Кам, вот у вас, вы вот к кому обращаетесь за помощью? В основном это коммерческие, да, структуры и так далее. Отсюда вот вопрос, есть ли вообще возможность как-то, вот, ну, не знаю, уже на законодательном уровне побольше привлекать
коммерческие структуры вот к такой вот помощи и так далее, чтобы, ну, я не знаю, как это происходит, как это можно, там какие-то проценты, какие-то что-то, не знаю, возможно ли это. То есть, вы понимаете, государство все не может, понятное дело, а так, чтобы вот все-таки богатые тоже делились как-то. Ну, не один раз это озвучивалось, предлагалось стимулировать коммерческие круги к благотворительности с помощью льготного налогообложения, где-то обязательного, где-то добровольного. Но хотелось бы напомнить о количестве коммерческих предприятий в Абхазии, внятно работающих, имеющих достаточный доход, чтобы спонсировать благотворительные фонды. Да, у нас, в принципе, 2-3 таких ключевых фонда, занимающиеся этой деятельностью. Ну, коммерсанты и крупные фирмы, там, всем известные, они жертвуют огромные суммы, надо признать, на различные гуманитарные проекты. С другой стороны, самый крупный носитель наличности, так назову, некрасиво в стране, это всегда население, причем не олигархи, не коммерсанты. Простой народ. И уровень нашей благотворительности, может быть, отражает вообще состояние общества сегодняшнее. Может быть, решая стратегические вот такие задачи, выстраивая фактически заново социальную службу, пытаясь решить какие-то льготные моменты для этих несчастных людей, может быть, мы научимся сообща решать одну проблему общую для всех, которая не имеет ни цвета кожи, ни пола. Это все наши дети. Каждый из этих детей мы должны понять, это наш ребенок, который должен сидеть, образно говоря, у тебя за столом, быть накормлен, напоен и так далее. Если мы поменяем самое главное, не льготы, самое главное наше отношение к этому, тогда все решится, и льготы, и найдутся деньги, и найдется понимание со всех сторон. Да, вы правы, Алхаз. Вот я как раз хотела про это поговорить тоже. Вот, мне тоже интересно было узнать вообще вот эта наша культура благотворительности, насколько вот она, вот это, на каком она уровне. Батюшка, вот кто жертвует вот сегодня у нас? Вы знаете, я не знаю, кто жертвует. Почему? Потому что то, что приходит в монастырь, это жертва разных людей. И они не оставляют свои имена, они не расписываются в этом. Но я хотел бы обратить внимание на слова Алхаса и подчеркнуть то, что нам необходимо взаимодействие. Вот Икама в начале своей деятельности и Алина, они сверяли с нами имеющиеся у нас списки по этим многодетным семьям. Ну, чтобы не повторяться, да? Там, чтобы... И где-то, да, и не повторяться, и уже знать, где какая ситуация. Вот. Мы держим руку на пульсе уже 5 лет, и я хочу одно вот добавить, для того, чтобы закон работал. Вот лично я, как человек, который слышит людей, которые обращаются за помощью, я бы хотел, чтобы главы администраций городов, районов, сел, они в первую очередь сами бы сообщали о тех сигналах помощи, которые необходимо предоставить тем семьям, проживающим у них в регионах. Вот я пока такого как бы не видел, потому что сами люди обращаются. Но я уверен, что это взаимодействие, оно существует на каком-то уровне, и оно может увеличиться для того, чтобы этот закон более функционировал, имел большие возможности. И еще полагаю, чтобы также вся наша деятельность была более эффективна, нам нужно иметь какой-то экспертный совет, в который бы входили как и благотворительные организации, церковь, благотворительные фонды, министерства, да. И хочу также вот отметить, что мы знакомы с Алиной, вот, с социальными сотрудниками уже, наверное, где-то полгода. И их, безусловно, их деятельность, как в перспективе государственной структуры, она имеет огромное значение. И для меня лично, я уже об этом сказал, государство должно эти проблемы решать, потому что мы все граждане этой страны, и как граждане помогают своей стране, так и государство помогает своей стране, своим гражданам. Да? Мы со стороны оказываем помощь и государству, оказывая помощь этим гражданам, нуждающимся сегодня в какой-то заботе. Но, еще раз повторяю, без взаимодействия, без взаимопонимания, не разделяя на своих и чужих, это наши дети, это наш народ, и мы обязаны им всячески помогать. Для этого надо просто всем вместе собираться и обсуждать
те проблемы и смотреть, кто какой кластер может, значит, занять и что-то сделать для этого. Вот в 2015 году, когда мы устраивали показ этого фильма «Люди, которым мы должны помогать», присутствовал господин Киреселян, в то время министр по социальной защите. Он озвучил сумму в 60 миллионов, которую государство на тот момент выделяло для поддержки и для выплаты этих пособий по многодетным семьям. Но тем не менее, люди же не перестали обращаться к нам за помощью, и у Камы этот список увеличивается, и к нам они продолжают приходить, и мы продолжаем оказывать ежемесячную помощь. Да? Я полагаю, надо всем вместе собраться, создать эту экспертную комиссию и помогать друг другу, в первую очередь помогать своей стране, своему государству. Нужна солидарность, нужно взаимодействие. Тогда все законы будут работать. Но я думаю, вы как раз-таки по этому пути идете. Вот мы тут и в рабочей группе собрали, да, разных людей. Одну ошибку допустил небольшую, не пригласил представителей Министерства образования. Вот. Да. Ну, я думаю, мы это исправим. Почему? Упустили чисто технически, если честно. Потому что когда мы в смысле, коснулись... в рабочую группу не... Да, конечно. Когда коснулись, ну, вернусь к льготам, озвучивалось там обеспечение учебниками. И тут открылась целая куча проблем, которые озвучивают женщины, участники нашей рабочей группы, сколько стоит отправить первоклашку с ворохом книг, во что это обходится. Библиотек советских школьных нет. Как-то сразу появились проблемы смежные с Минобразованием. Ну, мы этот пробел исправим, конечно, пригласим их. Вот возвращаясь к культуре, да, меценатства и благотворительности, Кам, хочу, вот, чтобы продолжили. Вы своих благотворителей, знаете в лицо, да, допустим, в отличие от церкви, но да, хотя вы о них не говорите, не разглашаете, знаю, все-таки что это за люди? Это вот богатые люди, это все-таки средний класс? В зависимости от того, какая помощь приходит, конечно. Но в основном, конечно, мы сами обращаемся, пишем письма, если нам нужно на какой-то проект или оказать помощь конкретной семье, мы обращаемся в предприятие и получаем ответ положительный или отрицательный. Но в самом начале, конечно, это были пожертвования людей. Это были не деньги, это была одежда, мебель, продукты. Мы раздавали только то, что нам люди приносили. А потом, конечно, пошли вот финансовые уже вливания, скажем так, да, в нашу организацию. Появились первые партнеры, появились организации, бизнесмены, которые стали ежемесячно нас поддерживать. Но опять-таки их, ну, скажем, на постоянной основе, да, организаций 5, которые нас поддерживают. Все остальное мы собираем в рамках наших каких-то акций. Поэтому сложно сказать, люди привыкли к такой благотворительности или нет, поскольку вот постоянной помощи в нашу организацию нет. А что касается каких-то вот людей, которые готовы прийти пожертвовать просто так, особенно анонимно, таких, конечно, тоже очень мало. Но в общем скажу, что по чуть-чуть люди, ну, привыкают. Они привыкают к благотворительной деятельности, они приходят, просят, вот мы поможем, мы встанем с вами рядом. И, конечно, приятно становится. Ашана открыла нам путь, скажем так, да, и мы вот идем по опыту. Я надеюсь, что будут другие организации, которые будут помогать людям, поскольку ведь различные категории, да, которые нуждаются в помощи, это и пенсионеры, вот, одинокие, да, пенсионеры, это малоимущие, это многодетные матери-одиночки, отцы-одиночки. К сожалению, у них у всех есть проблемы. Если бы были бы, скажем так, не одна, не две организации, которые все на себя берет, да, а если бы были бы различные фонды, которые занимались конкретными слоями, да, то, мне кажется, было бы, в принципе, проще. Но что касается самих людей, мне кажется, нужно, немножко я, конечно, отхожу от тем, сумбурно все, мне кажется, что нужно как-то донести до людей, внушить людям, что ты не просто помогаешь конкретному ребенку, а ты помогаешь самому себе. Ты помогаешь своей стране. Это будущее. Это будущее, потому что мы всегда говорим,
эти дети вырастут, они будут вместе с нашими детьми расти. Общество должно быть здоровым, дети должны быть здоровы не только физически, но и морально. Если мы не будем помогать, если мы не протянем руку, то это будет катастрофа. В принципе, я не знаю, как считают все остальные, но мне кажется, что мы в социальной катастрофе. И если все не возьмутся за руки, просто не откроют свои глаза на те проблемы, которые существуют, мы на многое можем закрывать глаза и отмахиваться, да, но надо очнуться немножечко и понять, что если мы сегодня не начнем работать добросовестно, правильно, как нужно, помогать и делать свою работу, сидя на местах, да, не нужно бить себя в грудь и говорить, что я патриот. Если ты патриот, если ты врач, сиди, работай, если ты должен бесплатно работать, ну, помогай людям, да, там, отхожу немножечко от темы, но надо как-то нам все-таки объединиться и решать проблемы. Безусловно, должны быть и благотворительные организации, и государство должно работать, и все должно это взаимодействовать. Кстати, вот, девочки, вот к вам, наверное, обращусь, скорее всего. Какой есть вообще опыт международный? Вот в этом плане, в социально ориентированных таких вот государствах, по какому вообще пути идут? Вот вы, наверное, уже не помните, но все-таки в силу своего возраста было и в советское время, и в Советском Союзе тоже были, естественно, своя система социальных льгот и пособий и так далее, которая тоже, естественно, работала, она приносила какую-то пользу, мы все жили, этим пользовались. А что сейчас вот в мире вообще происходит? Можем что-то мы перенять, какой-то опыт? Можем по какому-то пути, я не знаю, что-то использовать в какой-то стране, не знаю, что. Нет? Ну, если говорить, например, о странах, да, там, европейских, да, можно далеко так не забегать, а сказать о странах вот постсоветского Союза. Да. Давайте так, что европейские это все-таки нам да, но далеко тоже это всегда можно приемлить как бы к нашим реалиям. И, конечно же, там большую роль играет государство, играет социальная помощь, льготы, все это как бы должно быть как бы структурно, и это от того, что все министерства работают очень слаженно. И там как бы разделение именно вот, скажем, по многодетности, да, там все критерии. Это могут быть семьи, у которых дети, там, скажем, с ОВЗ, да, скажем, если вот сейчас принята вот такая, например, можно сказать, как это льгота, если у матери есть, например, ребенок с ОВЗ, а мать может получать как бы зарплату от государства, имея возможность воспитывать своего ребенка, и в то же время у нее в это время идет и стаж. А это как бы облегчает очень. И вот таких вот разных, скажем, льгот и способов, скажем, например, времяпровождения детей, дневное времяпровождение, чтобы мать могла работать. Если это, скажем, также многодетная семья, да, время на работу. И вот как бы улучшить и сделать так, чтобы семья могла и уделять время своим детям, и не думать о том, где заработать и где взять какие-то ресурсы, чтобы нормально существовать. Здесь опять же мы упираемся в социальную защищенность со стороны государства, то есть должно быть взаимодействие всех структур и слаженная работа, чтобы у семьи, у конкретного ребенка, у родителей не было вопросов, как выжить. Они знали, что вот на что они имеют право, что им положено по закону, и они могут этим пользоваться. Конечно, это одно из самых главных, вот, на что стоит акцентировать, потому что на сегодняшний день только взаимодействие. Мы в своей работе можем сказать, что очень много сложностей, с которыми мы сталкиваемся, и вот отсутствие вот этого взаимодействия структур и какого-то такого быстрого реагирования для того, чтобы вот перенаправить или помочь конкретному ребенку или там в определенной ситуации, но это усложняет процесс, и он откидывает нас вот обратно назад. Но мы можем сказать, что вот за вот эти несколько, там, 8 месяцев, которые мы работаем, уже какие-то
первые шаги были проделаны, и все структуры, с которыми мы на сегодняшний день взаимодействуем, они готовы сотрудничать, они готовы поддерживать. На сегодняшний день поликлиники, больницы, они на нас очень хорошо реагируют, и всех детей, вот, которых мы направляем, перенаправляем, они охотно принимают, оказывают первую помощь и дальше ведут и наблюдают, и все это бесплатно. И вот здесь мы можем смело сказать, что медицина у нас бесплатная. Вот. Что касается всех остальных ведомств, пока сложно, но успехи они видны, и мы можем сказать, что есть над чем работать. Самое главное — это взаимодействие, координация. И, наверное, вот после того, как законопроекты будут уже рассмотрены и приняты, наверное, нам нужен какой-то определенный орган, который будет контролировать весь этот процесс и вот руководить. То есть кто-то извне, ну то есть, наверное, заинтересованные структуры, может быть, там и все те, которые вот непосредственно в контакте с такими семьями, они должны понимать, что нужно и как можно вот все это направлять. Вот какой орган это может, Алхаз, как на ваш взгляд? Ну, все-таки министерство, наверное, кто может на себя такое вот взять, вот, координировать работы вот, благотворительных организаций, фондов, чтобы ответить социальных на то, работников? какой кто орган, может? надо осознать, какая проблема для начала. После, ну, сейчас я на личном опыте скажу, что после избрания и вхождения в комитет по социальной политике и там, медицине, я для себя много нового узнал, и не всегда это был положительный опыт. Хотел бы сказать, что просматривается вообще проблематика вообще в социальной политике государства. То есть у нас, вернее, назревает вопрос, необходимость, вернее, пересмотра вообще всей социальной политики. Исправления тех перегибов, которые были, надо признать, допущены по тем или иным причинам ранее. Осознание этого есть, что надо менять? Не до конца. Не до конца. Не до конца, к сожалению. Нам надо пересмотреть, мы придем к пенсионной реформе, вот, да. Мы придем к пересмотру льготы действующих пособий на сегодня. Мы вообще должны понять, соотнести количество льготников и пенсионеров с числом работающих и как работающих граждан. Кормильцев в нашей стране скоро будет вдвое меньше, чем получателей льгот и пенсионеров. Напомню еще, что мы привязаны к пенсионному фонду Российской Федерации, и там не все, так сказать, безоблачно. Рано или поздно мы должны стать самостоятельной страной. То есть у нас назревают, я не хочу пугать, но в рабочем режиме назревают проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Вот если стратегически осмыслить это, тогда, наверное, будет понятно, какой нам нужен орган. Это экспертный орган, который смог бы изучить, во-первых, как вот упоминали, опыт ближайших к нам стран. Это просто хотя бы из любопытства, не знаю, сможем ли мы это внедрить и применимо ли к нам. Потом изучить опыт самих себя, наших сельских общин, родовых общин, которые мы просто втоптали в грязь, это первобытный век. Но, как оказалось, все это прошлое заменяло нам социальные службы, медицину, прокуратуры, суды, как-то провело нас сквозь тысячелетия. И опять-таки вернемся, что золотая середина нас спасет. То есть орган, тут можно долго фантазировать, каким должен быть. Кто его наполнит, и будут ли обязательны к действию его заключения, вот это вопрос. То есть проблем много, это интереснейшие задачи, которые перед нами стоят, мы должны их решить. Я вообще, признаюсь, не уверен, что мы с того начали, честно говоря. Но уже начали хоть как бы по камушку с чего-то начать, хотя бы осознать. Так, а с чего надо было все-таки? Со стратегии. Мы немножко ушли в тактику. Ну, не хватает опыта, сил, чтобы сейчас поднять такой острый вопрос. Если говорить о личном отношении, я до депутатства как бы со стороны медицины сталкивался с социальным пакетом наших граждан, так красиво назову, но сегодня мы вынуждены ставить вопрос о переаттестации наших инвалидов войны. К сожалению, я не хочу никого обидеть, но у нас инвалидов неподъемное количество. Мы должны будем фонды закрыть. Я осмелюсь уже это сказать, то, что часто звучит как бы вне эфиров или вне кабинетов. Мы придем к тому, что эти фонды победят бюджет.
Надо, чтобы бюджет победил фонды. Мы должны их сделать государственными. Все фонды инвалидов, пенсионный фонд пересмотреть. Внятная политика, если будет озвучена, цели, задачи расставить, нам будет гораздо легче и гораздо больше найдем возможности. А фонды не государственные? Внебюджетные. Внебюджетные фонды. Их надо взять на попечение государства, но осознанно, с пониманием того, что мы делаем. То есть, чтобы государство контролировало. Кого мы должны обеспечить? Мы вот сейчас занимаемся многодетными семьями. У нас, вот Карина рассказывала, мы только собираемся принять удостоверение многодетной семьи. То есть у нас нет базовых элементов, первичных данных, у них свой список многодетных семей, у камы свой, у девочек свой. И не всегда они совпадают. Я уверен, что еще множество семей, не попавших во все эти списки, остаются где-то без внимания. Базовые вещи должны быть решены каким-то образом. Куча проблем, но решаем их. Если мы будем все делать сообща, то ничего невозможного нет. Можно это все-таки? Спасибо, что какую-то надежду вы нам все-таки оставили. Можно дополнить? Да, Карина. Вот, как Алхас правильно озвучил, нам действительно очень важно понять проблему, чтобы ее изучить и решить, потому что на сегодняшний день, вот батюшка озвучил, в 2015 году, допустим, финансирование на пособие было порядка 60 миллионов, в 2017 году это уже была цифра свыше 107 миллионов, а в 2017 году уже 113 миллионов. То есть сумма пособия растет, а